Я абхазка. Я родилась в абхазской семье и выросла в абхазском селе. И я не хочу, чтобы наше поколение было последним, которое еще понимает абхазский. Давайте тогда попробуем разобраться, в чем же проблема, почему абхазский язык сегодня становится таким непопулярным среди молодежи и подрастающего поколения. Кто в этом виноват, или это же все же системная проблема? Интересно? Тогда начинаем. Давайте отбросим эмоции и посмотрим на проблему как инженерно сломанный механизм. В чем же проблема? Почему механизм сломался? Не потому, что деталь плохая, как может показаться, а потому, что это системная проблема. В случае с нашим языком это действительно так. Система языка в нашей стране держится на трех основных столпах. О них мы сейчас и поговорим. Первый и самый мощный столб – это, конечно же, экономический. Здесь все очень просто, но жестоко. Все прибыльное, все в мире бизнеса происходит на русском языке. На каком языке платят зарплату туристической отрасли, которая кормит чуть ли не половину нашей страны, а может даже больше? Конечно же, на русском. На каком языке строится бизнес? Конечно, на русском. Или же на каком языке с нами говорит наш главный стратегический и экономический партнер? На русском. А теперь представьте себе простых абхазских родителей, молодых людей. Они не абстрактные существа, это вполне себе реальные люди, и каждый из вас наверняка таких знает. Они, конечно, как и любой родитель, хотят всего самого наилучшего для своего ребенка, и из этого рождается очень интересная цепочка. Чтобы получить хорошее образование, нужно знать русский. Чтобы устроиться на хорошую, высокооплачиваемую работу, нужно знать русский. Чтобы вести бизнес, как мы уже сказали, нужно знать русский. Абхазский язык в этом отношении не является валютой успеха. Это может быть личный выбор, хобби, признак идентичности, но не более. Это не является инструментом социального лифта. И когда родители обвиняют в этой проблеме, в проблеме языка, я считаю, это верх цинизма, потому что родитель делает прагматичный выбор в пользу своей семьи, так же, как и любой другой гражданин Абхазии, который включен в эту экономическую систему, и обвинять человека или людей в этом очень цинично и неправильно. Второй столб информационный. Мы с вами живем не в вакууме, а в информационном пространстве. И в нашем случае мы живем в российском информационном поле. Что же слышит абхазский ребенок с самого своего рождения? Это полностью контент на русском. Начиная с мультиков на русском, заканчивая всякими блогерами, ютуберами, стримерами, летсплейщиками. Все это профессиональный, яркий, дорогой, бесконечно разнообразный контент на русском. Он формирует картину мира, задает тренды и меняет мировоззрение. Что же мы на абхазском языке можем противопоставить этому большому количеству контента? Горстку каких-то YouTube-каналов на абхазском или же пару часов эфира на государственном телевидении, которое, кстати, наполовину на русском, я напомню. Язык, который не живет в медиа, в цифровом пространстве, для молодежи и для современного человека это мертвый язык, он абсолютно не нужен. Абхазский язык для молодого человека становится языком упреков о том, что ты его не знаешь. Он ассоциируется с долгом, а не со свободой. Он ассоциируется с прошлым, а не с настоящим и точно не с будущим. Нужно понимать, что мозг ребенка – это сложный процессор, который настроен на самую простую и самую доступную информацию. В нашем случае эта информация полностью на русском. Здесь хочу оговориться, этот разговор не упрек русскому языку. Нет, этот разговор с самим собой, о том, какую Абхазию мы с вами строим. Это разговор о нашей собственной ответственности за то, чтобы в доме, который открыт для всего мира, хозяева не забыли свой язык.
Третий столб, который должен был стать для нас опорой, играет против нас. Это система образования. Абхазский язык в школе – это обычный предмет, как физика или химия. Его учат по учебникам, которые уже давно устарели и физически, и с точки зрения методики преподавания. Дети заучивают правила и забывают их благополучно после окончания школы или сдачи экзаменов. Самая большая ошибка – абхазский язык не является языком преподавания других предметов. То есть в абхазских школах изучают разные предметы, такие как математика, химия, да что там, даже история Абхазии изучаются на русском языке, но не на абхазском. Абхазский язык не является языком изучения и познания окружающего нас современного мира. В результате возникает чудовищный разрыв. За стенами школы у тебя яркий, интересный, очень красочный мир, в котором есть много возможностей, а в школе ты просто учишь предмет, который нужно просто заучить. Школа не борется с влиянием внешней среды, она проигрывает ей по всем статьям. Она не делает абхазский язык современным, увлекательным, полезным, что очень важно. Она делает его обязанностью. А как мы знаем, психологически все, что нам нужно делать, всегда делается с большой неохотой. И вот мы видим, что ребенок сопротивляется этому, что очень даже логично. И мы начинаем опять говорить, вот, это виноваты родители, которые не доглядели или не захотели работать с ребенком. Это виноват сам ребенок и молодежь. Или же говорим самую популярную и такую надоевшую мне фразу, уж извините, мы, абхазский народ, потеряли самосознание. Итак, мы с вами имеем три системные проблемы. Это экономика, которая делает русский язык необходимым для успеха. Это инфополе, которое делает язык современным, нужным, культурным. И, конечно же, образование, которое не может противостоять всему тому потоку информации на русском, которая льется на детей сегодня и абсолютно не конкурентоспособна. Винить в этом родителей, детей, народ – то же самое, что винить пассажиров в крушении поезда, которым управляли машинисты и диспетчеры. Проблема не в людях, проблема в системе, по рельсам, которым мы с вами едем. И здесь возникает главный вопрос. Кто обслуживает эти рельсы? Итак, диагноз ясен. У нас с вами три системные проблемы. Это экономика, инфополе и образование. Но кто ответственен за преобразование в этих областях? Это самый главный вопрос, который возникает у любого здравомыслящего и критически мыслящего человека. Кто должен создать ту экономическую систему, в котором абхазский язык будет иметь реальные преимущества? Кто должен финансировать выпуск различных мультфильмов на абхазском, различных книг, красивых, очень нарядных, иллюстрированных, чтобы детям было интересно их читать, чтобы они были на абхазском? Кто должен финансировать ютуберов и прочих блогеров, коих у нас благо много, но они все транслируют на русском? Кто должен реформировать систему образования для того, чтобы абхазский язык стал интересным и актуальным? Ответ лежит на поверхности. Это государство. Это те, у кого есть власть, мандат, административный ресурс и бюджет. Мы их с вами нанимаем для того, чтобы они решали в том числе такие важные стратегические вопросы, как вопросы языка. И если эти сложные системные проблемы, они годами, не только годами, а десятилетиями не решаются, это означает либо то, что государство не способно решить эти проблемы, либо что оно не хочет решить эти проблемы. Здесь другого не дано. И здесь спокойный анализ заканчивается. Дальше будет политический и критический анализ того, что на самом деле происходит. Итак, мы с вами установили диагноз. Система, призванная защищать язык, не работает. А теперь главный вопрос. Что это? Халатность или предательство? Когда врач ставит смертельный диагноз, а потом отказывается лечить больного, мы называем это преступным бездействием.
В нашем случае больной– это абхазский язык, а врачи– это те, кто наделен полномочиями и властью его спасать. Давайте посмотрим, какие инструменты есть у этих врачей и как они этими инструментами пользуются. У них есть государственный бюджет, но они не финансируют десятки студий, которые могли бы создавать пачками интересные мультики на абхазском для разных возрастов. У них есть административный ресурс, но они не создают никаких реальных программ по внедрению языка в госуправление и бизнес, не делают его знания обязательным и выгодным для карьеры. У них есть власть принимать законы, но они не создают правового поля, где абхазский язык будет не просто каким-то символом и предметом для политических спекуляций, а реальным работающим инструментом в образовании, в работе с СМИ и цифровой среде. Я вам приведу простой личный пример. Я абхазка, я студент-историк, я носитель языка, и я хочу читать своим племянникам книжки на абхазском, да, сказки какие-нибудь и так далее. Я сама хочу перечитать великие романы и произведения наших больших писателей, таких как Дермит-Гуле, да, там, Камачич, или же перечитать Цензурах Баграта Шенкуба. И что же я вижу по итогу? Я вижу пустоту. Этих книг нет. Красивых, современных, ярких детских книг на абхазском, ну, если и есть, то одна-две штучки. И то их достать очень сложно, они там в штучных экземплярах. Романы наших классиков, которые без преувеличения являются национальным достоянием, они не переиздаются, и они как реликты, их нужно выискивать либо в библиотеках, в которых они хранятся в единственном экземпляре, либо искать у кого-то в личных библиотеках. Мы с вами говорим детям: любите свой язык, но мы отказываем им в главном, в доступе к миру, который на этом языке существует. И этот мир, он очень богат, он очень красив, но он не развит. И самый циничный их инструмент– это риторика. Они усердно ищут и находят виноватых на стороне. Сначала это родители, потом они обвиняют молодежь, а затем говорят, что у народа низкое самосознание. Почему? Потому что это дешево и эффективно. Потому что в это очень легко заставить поверить население, нас с вами. И проблема в том, что мы с вами в это верим. Обвиняя нас, они маскируют свое предательство. Они переводят стрелки системного кризиса, за который они же и ответственны, на какой-то непонятный духовный кризис, за который ответственны якобы мы. Они годами наблюдают, как система, за которую они ответственны, разрушает язык, уничтожает его. И их ответ не в том, чтобы найти причину этой системной проблемы и устранить ее, а в том, чтобы найти козлов отпущения. Это уже, друзья, не некомпетентность, а политическая и моральная несостоятельность. Они не просто чиновники, которые плохо выполняют свою работу. Они как сторожи, которые уснули на посту у горящего дома. И пока они спят, все, кто там живут, горят и умирают. И прежде чем мы с вами перейдем к заключительному этапу этого ролика, я хочу сказать кое-что личное о себе. Меня могут спросить: вот ты абхазка, почему ты не ведешь этот канал на русском? Я хочу сказать честно, без прикрас, я не буду говорить какие-то классические фразы по типу «Ой, это чтобы меня все поняли», это, конечно, тоже важно, но я объясню, почему я не веду и не буду вести пока этот канал на абхазском. Мой абхазский язык это язык моего детства в селе Ачандара. Это язык моей семьи, моей кухни, язык моих самых теплых воспоминаний. И я бесконечно благодарна моему селу, моей семье, школе, которая меня воспитала.
это Ачандарская средняя школа, за этот дар говорить спокойно о своих мыслях со своими родными на абхазском, на моем родном языке. Но, к сожалению, к глубочайшему моему сожалению, этого недостаточно. Чтобы говорить на сложные интеллектуальные темы, строить развернутые, сложно сочиненные предложения и мысли, приводить тонкие аргументы, мне нужен инструмент. Для меня таким инструментом выступает русский язык. И в этом все мое главное доказательство, на моем личном примере. Представьте себе, я носитель языка, который вырос в языковой среде, чувствую вот эту грань между бытовым и интеллектуальным языком. А теперь представьте, что можно сказать о людях, которые выросли в языковой среде русской, и которые абхазский слышали только в деревне или, не знаю, от родителей один раз в день. Мой выбор языка для этого выпуска не оправдание. Это симптом той болезни, которую мы с вами сегодня выявили. И мы это сейчас доказываем. Это молчаливое признание того, что абхазский язык до сих пор не является полноправным инструментом мысли в нашем обществе. Итак, картина ясна. Системный кризис языка – это не какая-то стихийная проблема, это проблема вполне рукотворная. Это результат работы тех, кто предпочел бездействие действию, а также риторику реальной работе. Их стратегия, она основана на лжи. Лжи о том, что вокруг все виноваты, но не они. И эта система и стратегия будет работать до тех пор, пока мы с вами в нее верим. Поэтому наша первая и главная задача – это перестать быть участниками этой лжи. Мы должны отказаться от чувства вины, от нарратива о том, что родители во всем виноваты, а молодежь бессовестная и непатриотичная. Наша вина лишь в том, что мы слишком долго позволяли себя обманывать. С этого момента любое обвинение в наш адрес, в адрес простого народа, должно встречаться очень простым вопросом. А что вы сделали для того, чтобы решить системную проблему? Дорогие друзья, спасибо за просмотр. В конце хотела бы немножко сказать о канале. Он новый, и ему нужна ваша поддержка. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И если это так, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки и поделитесь, самое главное, поделитесь с друзьями этим роликом в социальных сетях. Это нам невероятно поможет в продвижении канала. Мы и дальше будем снимать ролики на канал. Тематика будет разнообразная, но так или иначе она будет касаться нашей страны. Я думаю, что мы будем затрагивать темы от истории Абхазии, заканчивая литературой. Если вам это интересно, повторюсь, подписывайтесь и делитесь этим роликом. Мне было очень приятно сегодня вещать. А сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что были со мной. И до скорых встреч. Абзирас.